Восточный Туркестан, который подвергся беззаконию китайской администрации, столкнулся с новым типом китайской вирусной эпидемии, которая сотрясла многие страны и нанесла необратимый ущерб всему миру. Согласно официальным заявлениям Китая, в Восток-Туркестане было выявлено 17 случаев коронавируса. Кроме того, стало известно, что 135 человек находятся под наблюдением. Несмотря на официальные данные, жители региона отмечают, что цифры намного выше. Наибольшее беспокойство у активистов из Восточного Туркестана вызывает вероятность распространения эпидемии в лагерях перевоспитания, где китайцы содержат миллионы уйгуров, казахов и других тюрков. После выявления новых случаев коронавируса в городе Урумчи было отменено более 600 рейсов и приостановлена работа метро. Ограничения по коронавирусу начались в Урумчи и Кашгаре, въезд и выезд в которые также ограничены. Один из австралийских депутатов потребовал депортировать 100 китайских дипломатов. Рекс Патрик, один из видных деятелей Сената Австралии, заявил в среду, что общее число китайских дипломатов и консульских работников достигло 148. Указывая на то, что это вызывает беспокойство, он сказал, что сокращение числа китайцев является необходимым. Заявив, что за последние 20 лет деятельность китайских СМИ в Австралии значительно выросла, Патрик сделал следующее заявление. Нет никаких сомнений в том, что китайцы, находящиеся в Австралии, вовлечены в шпионаж или политическое вмешательство. Австралия пересматривает свои отношения с Китаем и укрепляет свою позицию. Отношения Австралии и Китая ухудшились после того, как Австралия потребовала провести международное расследование, возложив на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире. Высокопоставленный советник Белого дома заявил, что правительство США ожидает, что TikTok покинет китайского владельца и перейдет к американцам. Озвучив обеспокоенность безопасностью данных, которые хранит и обрабатывает приложение, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу призвал TikTok работать в качестве американской компании. Кудлоу заявил, что компания TikTok, ставшая мишенью Майка Помпео, может выйти из состава китайской корпорации Beijing ByteDance Technology. Госсекретарь США Майк Помпео поделился фотографией своей собаки в личном аккаунте в Twitter. Помпео издевается над Китаем. Подобные комментарии оставили подписчики Помпео на фотографии, на которой пес Мерсер сидит среди своих любимых игрушек, среди которых находится известный мультипликационный персонаж Диснея плюшевый Винни-Пух. Винни-Пух считается в Китае оскорблением для Си Цзиньпиня. Впервые глава Китая был уподоблен Винни-Пуху в 2013 году во время его встречи с Бараком Обамой. Была проведена аналогия совместной фотографии Си и Обамы с фотографией Винни-Пуха и тигра. Позже Винни-Пух стал символом для высмеивания Си Цзиньпина. В свою очередь, с начала мая китайское государственное телевидение также начало использовать в адрес Помпео выражение «король лжи» и «дьявол». Политологи считают, что Помпео поделился этой фотографией в качестве ответа китайскому правительству. После военных учений военно-морского флота США в Южно-Китайском море, ставшим причиной разногласий между США и Китаем, снова расположились американские авианосцы. Военно-морской флот США сообщил, что авианосцы «Нимец» и «Рональд Рейган», покинувшие Южно-Китайское море после учения 6 июля, снова начали патрулировать регион. В заявлении было отмечено, что целью военно-морского флота США является обеспечение свободного и безопасного судоходства в рамках международных правил и приверженность идеи свободного Индо-Тихоокеанского региона. Армия США отметила, что данное решение не имеет политической подоплеки. Южно-Китайское море, через которое ежегодно перевозится продукция и товары на сумму $3 триллионов, одновременно является важнейшим маршрутом транспортировки нефти и газа.